In 2 Corinthians chapter 5, 2 Коринфянам 5 глава, verse 13, 13 стих, it says this. говорит следующее. If we are out of our mind, Если мы сумасшедшие, as some say, как некоторые говорят, I'm going to stop right there. мне хочется остановиться прямо там. You know what that tells me? Знаете, что это мне говорит? It tells me that when you are filled with the Holy Ghost, Когда вы наполнены Святым Духом, when you're following Jesus, когда вы следуете за Иисусом, people are going to think you're out of your mind. люди будут думать, что у вас крыша поехала. Amen? Аминь. Clearly it happened to Paul. Это в точности, очевидно, это произошло с Павлом. It happened to the early Это disciples. происходило с ранними учениками. But he says if we're out of our mind, as some say, Он говорит, если мы сумасшедшие, если It's мы for вне God. себя, как некоторые говорят, это But все для Бога. we're in our right mind, Но если мы в своем, в здравом разуме, it's only for you. это только для вас. That tells me Paul probably liked being out of his mind. Это мне говорит о том, что Павлу, наверное, нравилось быть сумасшедшим. So to some people that can sound like something scary. Для некоторых людей это может звучать устрашающе. But see, I believe God's in the business of redeeming all things under Christ. Но я верю, что Господь занимается тем, что высвобождает все, искупляет все для Христа. Amen? Аминь. So what does it mean when Paul says, if we're out of our minds, Когда Павел говорил, что если мы вне своего разума, it's for God. тогда это для Бога. Another version says it's all God's fault. Другая версия Библии говорит, что это вся вина в Боге. Somebody say it's all God's fault. Некоторые, кто-нибудь скажите, это Божья вина. Remember, we know we've been given the mind of Christ. Помните, что у нас разум Христов. So if we've been given the mind of Christ, Если у нас разум Христов, then we're not in our own mind anymore, are we? мы уже не в своем разуме, не так ли? We have a different mind. У нас другой разум. So if you're out of your mind, Поэтому если вы сумасшедшие, вне себя, it's because you've been brought into His. это просто потому, что вас ввели в Его. He took you Он взял вас, and He raised you out of your old, dead, fleshy mind, и Он поднял вас из своего мертвого плотяного разума, and He placed you in His own seat и Он посадил вас на свое место, на свой стул, with His very mind. с Его разумом. So you've been given the mind of Christ, Вам был дан разум Христовый. and it's all God's fault. И это все вина Бога. So now I know Теперь я знаю, that the majority of the time, что большинство времени Jesus wants me to enjoy Him so much, Иисус хочет, чтобы я настолько наслаждался, and sometimes other people are not going to understand. что иногда другие люди не будут этого понимать. Like He said with John and Carol Arnott, Как он говорил про Джона и Кэрол Арнотт. said it drove John crazy Что это его безумно раздражало, because she was so whacked. потому что она постоянно находилась в состоянии опьянения. But see, now we see that according to how the Holy Spirit operated in Acts, Но теперь мы видим то, как Дух Святой действовал в книге Деяний. that's normal. Это нормально. We saw when Peter was up there preaching the gospel. Мы видели, когда Петр там стоял, проповедовал Евангелие. And God couldn't wait anymore. He couldn't wait for Peter to get to the altar call. И Бог уже дождаться не мог, пока Петр не призовет к алтарю. Acts chapter 10. Деяния 10 глава. And it says suddenly the Holy Spirit just decided to go. Вот там написано, что внезапно Дух Святой просто решил прийти и спуститься. And everybody there И все находящиеся got filled with the glory. были наполнены славой. Everybody there began to speak in tongues. Все начали говорить на языках. Everybody there began to prophesy. Начали пророчествовать. And they didn't even do an altar call. Они даже еще не призвали людей к покаянию. Well, that'll wreck your theology a little bit. Вот это немножко сотрясет вашу теологию. Jesus was kind of a rebel. Иисус был таким немного бунтарем. And not in an evil way. И не по-плохому. But if it was a Sabbath, Но если была what суббота, did he do? что он делал в Went and субботу? started doing miracles. Он пошел, начал чудеса творить. He knew that was going to set off the Pharisees. Он знал, что это будет раздражать фарисеев. Jesus is kind of wacky like that. Но у Иисуса, он сам себе на уме. The Holy Spirit loves to come and just break our little religious boxes. Духу Святому нравится приходить и разбивать наши религиозные коробочки. In Acts 2, when the Holy Spirit came, Деяния 2 глава, когда Дух Святой сошел. it says they were all in one accord in the house. Написано, что они все были в единстве. В And the одном word доме. house actually means that
that they were on a part of a public outside in a public temple. Слово «дом» означает, что они все были в одной части какого-то двора вместе. Because God wanted what was about to happen to be displayed to thousands and thousands Потому of что people. Бог хотел, чтобы то, что должно было произойти, было на глазах у тысяч людей. Because that was the only way all those people were going to understand the gospel in their own language. Это единственный путь, как люди могли услышать и понять Евангелие на своем языке. So what happens? This wind comes. Что происходит? Сходит ветер, These tongues of fire come on their heads. огненные языки появляются на них на головах. And the Pharisees say, well, they must be drunk. И фарисеи говорят, ну они, значит, напились. They knew darn well they weren't drunk with alcohol, because alcohol cannot manifest Jesus. Они точно знали, что они не были опьянены, потому что алкоголь не может проявлять Иисуса. They were scared because they saw the promise come to pass. Они испугались, потому что они увидели, как обетование исполняется. And suddenly, И внезапно, if you remember back to the Tower of Babel, помните Вавилонская башня? when the Lord scrambled all the languages, Когда Бог смешал все языки, suddenly, внезапно everything comes unscrambled. все размешалось вдруг. And everyone starts hearing the gospel in their own language. И все начинают слушать Евангелие на своем собственном языке. Did you ever think about that? Когда-нибудь задумались об этом? God came and began to reverse everything. Господь пришел и начал в обратную сторону все раскручивать. He came and undid what Adam did. Он пришел и сделал все по-другому, то, что And he сделал seated Адам. us with him in heavenly Он places. посадил нас в небесные места. No wonder we're out of our minds. Конечно, мы вне себя. The gospel's so good. Евангелие настолько It's so плохое, glorious. настолько славное, A child can understand it. что ребенок может его But we понять. complicate things so much. Но мы настолько сами все усложняем. You know, when I was a Satan worshiper, Знаете, когда я поклонялся сатане, I told the story last night я рассказывала вчера вам историю about how when my dad left when I was a young boy, о том, как папа бросил нашу семью, когда я был маленький мальчик. I blamed it on God. I was very angry. Я все стал винить, во всем стал винить Бога, я был очень зол. I attempted suicide. Я пытался покончить жизнь самоубийством. Then I went to the psychiatrist and they wanted to put me on all kinds of Потом medications. я ходил к психиатру, они хотели меня на лекарства посадить. And then it was another few years of a downward spiral into witchcraft and Satanism. Потом это все продолжалось несколько лет по спирали вниз с колдовством, сатанизмом я стала увлекаться. I was alcoholic. I was on all kinds of drugs. Я был алкоголиком, использовала разные наркотики. And I got invited to this music festival. И меня пригласили на музыкальный фестиваль. It was a heavy metal music. Это была такая тяжелый металл. But it was a Christian heavy metal festival. Но это был фестиваль христианского тяжелого металла. My mom had found the satanic altar in my closet. Моя мама обнаружила у меня в шкафу алтарь для сатаны. And I said, don't you know I'm a Satanist? Why would I go to a Christian festival? И я сказала, мама, ты разве не знаешь, что я сатанист? Зачем я поеду на какой-то христианский I was лагерь? so angry Фестиваль. Я был так зол, because she said she was praying for me. потому что она мне сказала, что она I молится. said, go away! Я говорю, уйди. I don't want you to pray for Я не me. хочу, чтобы ты молилась. Leave me alone. Оставь меня в покое. But then I had this idea И потом у меня появилась гениальная because идея. I heard a voice speak to me Потому что я услышал, как голос проговорил. and say, why don't you go to this festival Почему бы тебе не отправиться на этот фестиваль and prove to all these stupid Christians и доказать всем этим глупым христианам, that God is a liar? что Бог лжец, Convert them to the dark side. обрати их в темную сторону. I said, I can do Я that. подумала, я Well, могу. that's a wonderful idea. Это гениальная идея. So I went by my mom and I said, I had a change of heart. Я пришел к маме и сказал, мама, я поменял свое мнение. I'm going to go to this music festival. Я хочу поехать с тобой на этот музыкальный фестиваль. How many of us know that on the road to Damascus, Saul intended to kill lots of Christians? Кто из вас знает, что по пути в Дамаск Павел намеревался убить христиан? He had some really yucky intentions, У didn't него he? были такие противные намерения. God loves to ruin everything. Господу нравится портить все. He loves to come and just mess up your hair when you spiked it real nice. Нравится прийти, когда вы себе прическу сделали, вас так по голове погладить, все испортить вам там. He loves to just mess everything up. Ему нравится вот такими вещами. So even though Paul had his own agenda, И несмотря на то, что у Павла был свой план, God had his agenda too. у Господа был свой план. And it wasn't long before he went down И когда он уже отправился на путь, and he laid the UFC glory smackdown on Paul. и он на него такой, слава НЛО прихлопнула его.
бабах. And you know, Paul was blinded by the glory of God. Знаете, что Павел был ослеплен славой Божией. I remember saying, well, Lord, that's not very nice. Я помню, я говорил Господу: Господь, ну это вообще-то не очень приятно. I thought you healed blind eyes. Я думал, ты исцеляешь слепые Why глаза. would you make him go blind? Зачем ты его ослепил? And the Lord said, because my sons Потому что он сказал: мои сыновья know nothing ничего не знают, but my glory. только мою славу. Remember that? Помните? Paul said, I've resorted to only know Christ and Him crucified. Павел говорил: я хочу знать только Христа, I don't Христа. even want to know anything else. Больше ничего мне в этой жизни не Everything нужно. else is dung. Все остальное это все глупости. Nothing else is worth knowing. Ничего не стоит познавать, кроме этого. Well, needless to say, I went to this festival. Но я все же отправился на этот фестиваль. I brought some Satanist friends with me. С собой сатанистов друзей захватил. In order to go in, I had to go with a youth group. Для того, чтобы поехать на этот фестиваль, мне нужно было с молодежной группой ехать. I didn't like that very much. Мне не очень понравилось это. So I had all this makeup painted on my face. Поэтому я красиво накрасил лицо. I had black nails. У меня черные ногти были. And I had this leather on. И я был одет весь в коже. And it was about like 39 degrees out there. Там 39 градусов And жары I на was улице. sweating really bad. Я сижу, потею. I'm like, no, I have to be evil. Я потом: нет, я должен быть. I don't care how hot it is. Мне все равно I сколько. gotta wear my leather, I gotta wear my makeup. Как бы жарко не было, мне нужно одеть кожу и косметику And накрасить. meanwhile, these youth group kids are like praying in tongues at me and stuff. Пока мы едем, вся молодежь христианская тихонечко молится на языках. And see, growing up, I was taught praying in tongues was of the devil. Когда я рос, мне говорили, что молитва на языках была от дьявола. I was taught drums were of the devil, Мне говорили, что Electric guitars were барабаны of the от дьявола, электрические гитары от dancing is дьявола, of the devil. танцы от дьявола. I didn't know what was of God. Everything was of the devil. Я не знал, что от Бога оставалось. Все, казалось, было от дьявола. You know, the devil actually runs religion. Знаете, дьявол управляет религией. He's good at it too. У него это очень хорошо получается. But Jesus Но Иисус, has a lot better option. у него есть опции намного получше. But I didn't know that. Я не знала этого. See, I was never told Мне никогда не говорили, that while I was yet a sinner, что пока я еще был грешником, Jesus had already died for me. Иисус уже умер за меня. I was never told it was already finished. Мне никто не говорил, что уже это свершилось. I was told about everything I had to do to be a good little boy. Мне говорили все, что мне нужно сделать для того, чтобы быть хорошим And how I had to pray, мальчиком. God, please let me into heaven. И мне нужно было говорить: Бог, пожалуйста, впусти меня на небеса. I didn't do too many bad things today. Я не очень много плохого сегодня сделал. But here, Но здесь. I arrived at this festival, Приехал на фестиваль. and I went to challenge God. Пошел бросить вызов Богу. And I remember saying, God, if you're so real, И я помню, я говорю: Бог, You're если so ты good. реально, если ты так благ, why'd you ruin my life? зачем ты испоганил жизнь мне? Why'd you let my dad leave? Почему мой папа ушел? Why'd you let my best friend commit suicide? Почему мой лучший друг покончил жизнь самоубийством? But see, I'd had a near-death experience 6 months before that. До этого 6 месяцев у меня было переживание, когда я почти умер. And I said, God, if you don't let me die, I'll serve you forever. И я в тот момент сказал: Господь, если ты не позволишь мне умереть, я буду служить тебе вечно. You know how that goes. Знаете, как это? Then I forgot all about it. Как только я выжил, я сразу об этом всем забыл. And here I am, И вот он я, after challenging these Christians, после того, как бросал вызов христианам. saying, okay, I have to know if this God is real. Я пришел к выводу, что мне нужно убедиться, что Бог настоящий. And I was talking to this one man И я говорил с этим одним мужчиной, who was covered in tattoos. который был покрыт татуировками. And all I could think of was, you can't be a Christian. И все, о чем я мог думать на тот момент, было: ты You're не going to можешь, hell. ты не можешь быть христианином. You have Ты tattoos. на тебе татуировки. God can't love you. Бог не может тебя любить. As if I knew God. Как будто я знал Бога. As if I was a good little Christian. Как будто я был таким хорошим христианином. But I was upset Но я был расстроен. because I felt like, how could God love these guys and not me? Потому что я думал: как Бог может любить этих ребят, а не меня? But you see, I believed this lie Но видите ли, я верил в эту ложь. that I could not be forgiven for the horrible things I'd done. И то, что меня невозможно простить за все жуткие вещи, которые я натворил. But I was about to learn very differently. Я уже был готов научиться чему-то другому. Because that same Holy Ghost, Slava Hallelujah, UFC smackdown that Paul got, Потому что тот же самый Святой Дух, который упал на Павла, it's the same exact thing that happened to me. то же самое произошло со мной. And it was all God's fault. И это все была вина Бога. Because I remember looking up and saying, okay, big guy, Я помню, я смотрела на него и говорила: так, хорошо, большой Бог. you're so good, you're so big. Ты так благ, ты так велик. Want to
don't you come down and prove yourself to me right now? Ну тогда сойди и докажи себе. I didn't think anything was going to happen. Я не думал, что что-то произойдет. And then this wind hit me. И потом вдруг ветер Anybody ever ударил felt в the меня. wind of God? Кто-нибудь чувствовал, когда ветер Божий? It's pretty strong. Он сильный. This wind hit me and I went right to the ground. Ветер ударил меня, и я упал на землю. And I was in this fetal position. И я вот так в позе эмбриона застрял. And I began to shake. И начал трястись. And I felt these tingles all over my body. И я чувствовал такие покалывания по всему телу. And I started thinking maybe somebody slipped a drug in my drink. Я думал, может быть, кто-то мне наркотиков, Like, what happened here? знаете, подсыпали. And then I started to feel this, what felt like a river. И потом я начал чувствовать то, что было как река. And it just, right through my spirit, right, Прямо через мой дух. like right through my belly. Прямо через мое нутро. And I heard this whisper. И я услышал этот шепот. And the whisper said, my son, И этот шепот говорил мне: мой сын, I've forgiven you. я простил тебя. Like it was already done. Как будто это уже было I've совершено. forgiven you. Я простил тебя. What do you mean, my son? Что ты имеешь в виду, мой сын? I don't even know what it meant to have a dad Я anymore. даже не знал, как это. And I just want to say, hallelujah, the Lord's restored me and my dad's relationship. Я на тот момент не знал, как это иметь отца. Но And я he могу came back сказать, to the что Lord 2 years ago. аллилуйя, Господь восстановил мои отношения с отцом, и 2 Thank года you, назад он Jesus. вернулся к Господу. But I remember thinking to myself, is this possible? Но я помню, я в тот момент думал, это Is вообще God реально? really speaking to me? На самом деле сейчас Бог ко мне, Little evil, dark, sinister me? такому маленькому, грешному, злому мне. And I just lost it. I broke down. И это меня сразило наповал. Я разбился. I began crying. Я плакать начал. So let's take a look at this picture. Давайте представим себе картину. A Satan worshiper Поклонник сатаны. with corpse paint on У него такая с косметикой мертвеца. and black nails, Черными ногтями. kneeling down, На коленях. shaking, Трясется. and crying И плачет. at a Christian concert. На христианском концерте. You don't see that very often. Не очень часто мы за таким можем понаблюдать. That had to be God. Это должен был быть Бог. I said, I gotta go back and tell everybody what happened. Я сказал, что мне нужно пойти вернуться, But всем I, рассказать, что but I случилось. couldn't get up. The weight was so strong. Но я встать не мог. Такое сильное давление было. My friend who was next to me, he looked at me. Мой друг, который был рядом со мной, на меня вот так посмотрел. Dude, Чувак, what happened to you, man? что с тобой случилось? What are you doing? Что ты там делаешь? And all I could say Все, что я мог сказать. was with this crazy face. Вот с таким безумным лицом. I just met Jesus! Я только что познакомился с Иисусом. He's real! Он He настоящий. revealed himself to me. Он открыл мне себя. I said, I gotta go tell everybody. Я подумал, надо всем рассказать. And so I ran back to the campsite. Прибегаю к костру. And of course, the youth group kids were all there. Конечно, все там, вся молодежь была вокруг костра. Anybody ever see Toy Story? Кто-нибудь видел мультфильм «Той истории» You называется? remember Woody? Помните, Вуди там такой герой из Remember how he мультфильма? runs? Помните, как он бежит? That's what I look like. Я бежал точь-в-точь так же. Because my legs felt like jelly. У меня ноги такие желатиновые. So I took off running. Я вот так вот побежал где-то. I couldn't even run. Я бежать-то нормально не мог. I couldn't even think straight. Я думать не мог. All I knew was I was in ecstasy. Все, что я знал, что я пережил экстаз. And so I run back into the campsite. Я прибегаю к этим людям. And I say, guys, guys. Я говорю, ребята, ребята. And they go, ah! Они все там в шоке. He's gonna kill us. Он нас всех I come перебьет. running in with the makeup all smeared down my face. Я не осознал, что у меня косметика вся размазана. They thought I was gonna come hurt them. Они думали, что я реально I что-то... said, no. Я говорю, я никого трогать не You don't буду. understand. Вы не понимаете. I met Jesus. Я встретился с Иисусом. The church didn't know what to do with me. Церковь не знала, что со мной They делать. thought I was nuts. Они думали, что у меня сдвиг Well, that похож. kind of was, Но на but самом деле так оно и было. they В come каком-то up, смысле. come up and pinch me. Они подошли меня Are ушли. you okay? С тобой все в порядке. Yes, I met Jesus. Да, я познакомился с I Иисусом. felt the weight of His glory. Я почувствовал And тяжесть he Его spoke to славы. me. И Он проговорил ко мне. And so my friends thought I was kidding. Поэтому мои друзья реально думали, что я шучу. And they came over and they put drugs in my hand. Они подошли ко мне, дали мне наркотики.
He said, come on, let's go do what we're here to do. Говорит, ну давай, пойдем сделаем то, ради чего мы Let's go get our приехали. satanic Bible so we can convert Christians. Пойдем за нашими сатаническими Библиями, чтобы обратить христиан. I never preached before. Я в жизни до этого не проповедовал. I never watched T.D. Jakes before. Я никогда никаких проповедников, там, T.D. Jakes, никогда не видел But I проповедников. discovered that day that T.D. Jakes was living in there somewhere. Но я обнаружил в тот же день, что этот проповедник T.D. Jakes, Because I looked at these guys, во мне живет. Когда я посмотрел на них, these drug dealers, когда я посмотрел на этих and my mouth наркотиков, opened, когда мои уста just like открылись, it did when the glory of God came on me. точно так же, как слава Божия опустилась на My меня. mouth opened and the name Jesus came flying out. Мои уста открылись, и имя Иисуса просто And вырвалось из I меня. could never say that name before. До этого я не мог произносить это имя. And in the same way, my mouth opened, Точно так же мои уста открылись. and I said, И я сказал, you can know Jesus Christ вы можете все as your personal Lord and Savior. своего личного Господа и Let Спасителя. me pray with you right now. Позвольте помолиться за вас прямо сейчас. And He'll come and save you. Он придет и спасет вас. He'll forgive your sin now. Простит ваши грехи. And their jaw went, И их челюсть отвисла. he's not kidding. Он не шутит. And then they started to threaten И me. потом они начали меня пугать. They said, we're going to get you. You Christian. Мы еще доберемся до тебя. You're a Jesus freak now. Ты теперь фрик для Иисуса. We're going to get you for this. Мы отомстим тебе за это. I said, oh no, my Я сказал, friend. да нет, мой друг. He's going to get you. Он за тобой. Он тебя He's going to достанет. pass you. Он за тобой побежит. Like Tigger jumped on Winnie the Pooh. Как тигр прыгает на Винни-Пуха. Holy Ghost is going to chase you down. Дух Святой погонится за тобой. And it was such an incredible encounter. Это было настолько невероятное переживание. And for the next 5 years, the church still didn't know what to do with me. В следующие 5 лет церковь не знала, что со мной делать. And I remember meeting this girl. Я помню, я встретился с одной девушкой. She had come to find Jesus. She was living in a mental institution. Она пришла встретиться с Иисусом. Она жила в больнице для людей с умственными проблемами. And I noticed she was playing the flute И я заметил, что она играла на флейте. at a Christian coffee house that I was helping to run. В одной христианском кафе, и я помогал им там в этом кафе. And somebody said, don't go near her. И мне кто-то сказал, к ней не подходи. She's crazy. Она сумасшедшая. She's living in a mental institution. Она живет в психушке. And I felt this heart, you know? И вот мое сердце Why is a young girl like that living in a mental institution? растопилось. Я подумала, почему такая молодая девушка живет в психушке? She looked like a skeleton. Она выглядела, была похожа на скелет. She had no meat on her body at all. У нее вообще никакого мяса And не she было. had these scars all over her У arms. нее по всем рукам, все руки в шрамах. These lines. Такие линеечки, полоски такие And her шрамы. skin was like this grayish green color. И у нее кожа была такая оттенка серо-зеленого. She looked like she was on the verge of death. Она, такое впечатление, что была она уже на границе смерти. And I wanted to pray for her. И я хотела помолиться за нее. And so I went up to her and I started to talk to her. Я подошел к ней, начал с ней говорить. And I said, why are you living in a mental Я говорю, а institution? почему ты в психушке живешь? She said, because I'm crazy. Он говорит, потому что я псих. So, well, who told you you're Я crazy? говорю, а кто тебе сказал, что ты псих? She said, well, I was abused really bad as a little Он girl. говорит, когда я была маленькой девочкой, надо мной физически She надругались. said, my dad abused us horribly. He was an Он alcoholic. говорит, мой папа над нами надругался, он был алкоголиком, And so I never had a will to live. поэтому у меня воли не было жить. And she said, and I finally had one last suicide attempt a few weeks Он ago. говорит, и в конце концов я еще раз хотела покончить жизнь самоубийством несколько недель назад, And somebody called the cops. и кто-то вызвал полицию, They brought me to a mental hospital. и они меня в психушку привезли. And I said, well, can I pray with you? И я ей сказала, можно за тебя помолиться? And she said, I don't know. Он говорит, нет. She said, I'm on a lot of medication, so I don't even know if what I'm feeling is real. Она говорит, я употребляю очень много лекарств, и я не знаю, то, что я переживаю вообще, в настоящем ли это происходит или нет, это по-настоящему или нет. She was on medication so many, У нее был такой список лекарств, like a shopping list. это как такой список похода в магазин. And one of the medications was for her psychosis. Одно из лекарств было для ее психики. And that medication would make one of her eyes go blind. И это лекарство заставляло ее слепнуть на один глаз. So then they would give her a pill to help her eye, Потом они давали ей таблетку, которая для помощи глазу, but it would lock her jaw. но это
блокировало ее челюсть. And they just kept piling pill after pill after pill after pill. То есть таблетка за таблеткой накапливалась. And she was told, you will never live again as a normal person. И ей сказали, что ты никогда в жизни не сможешь функционировать, жить как нормальный человек. At times they had her in 4-point restraints. Был момент, когда ее все привязывали к кровати, все части тела. Because she found a razor and she tried to kill herself. Потому что она где-то находила лезвие и пыталась себя убить. And it had rust, so she got a staph infection. И из-за того, что оно было таким старым лезвием, разные инфекции наносились. And she almost died from the infection. И она почти чуть не умерла от инфекции как-то. Then she tells me a story of her last suicide attempt. Потом она мне рассказывает историю последнего самоубийства, попытки самоубийства. And this is where things really started to change. И это то, когда началось все меняться. She said, I was on the bus. Она говорит, я сидела в автобусе. On my way to therapy. Ездила на терапию. And she said, I had it. I was done living. И она говорит, все, меня хватило, я уже не хотела жить. So I pulled some full bottles of pills out of my purse. И поэтому я взяла все таблетки из своей сумки. Got it? Okay. And she said, Lord, if there's a reason for my life, И она сказала, Господь, если есть причина, then you're going to have to prove it to me. тебе надо как-то доказать это. How many of us know God says, ask of me? Кто из вас знает, Господь говорит, попросите у меня. See if I won't bless you. Посмотрите, не благословлю See ли if я I вас. won't prove myself to you in the glory. Посмотрите, не докажу ли я себя в славе. So she takes the whole bottle of pills, Поэтому она приняла все таблетки, бутылочки. passes out cold. Потеряла сознание. Her friends find her. Ее друзья находят They ее, call the cops. звонят в полицию. She wakes up the next day in a hospital. Она просыпается на следующий день в больнице. The doctor's standing over her, Доктор над ней стоит, and he says, и он говорит, Millie, how many pills did you take? Милли, сколько ты таблеток приняла? She said, why am I alive right now? Она говорит, а почему я живая? I took a whole bottle of pills. I should be dead. Я целую бутылку таблеток выпила, я должна быть мертвой. He said, I believe you're lying. Он говорит, мне кажется, ты врешь. She said, why? Она говорит, почему? He said, because I have your blood work in my hand right here, papers. Он говорит, потому что вот у меня твои анализы крови вот здесь в руке. And he said, those pills that you took, Он говорит, те таблетки, которые ты приняла, one of those pills stays in your bloodstream for 3 days. одна таблетка остается в твоей крови на протяжении 3 дней. It has not even been 20 hours. Еще не прошло 20 часов. And she took 50 pills. А она приняла 50 таблеток. And the doctor said, there is not one trace Нету никакой возможности, of one of those pills что если одна из этих таблеток, in your blood right now. нету ничего в твоей крови, что показывало, что ты хотя бы одну из этих таблеток приняла. He said, you are a miracle. Он ей сказал, ты чудо! She said, God is real. Он сказал, Бог реальный. So she comes to the coffee house, Поэтому она начала приходить вот в это кафе. where I'm playing in an evangelistic band. Я там играю в евангелистической группе. And that brings us to this night. That brings us to this night. И это, значит, подвело нас к этому вечеру. But she's telling me this story. Когда она мне рассказывает свою историю. And when I heard that, Когда я услышал это, I was hit with the glory of God. на меня слава Божия сошла. I said, oh my goodness, Я подумал, ничего себе! there is a serious call on this girl. Я подумал, есть серьезное призвание на жизнь этой I said, девушки. what's your dream? Я ей говорю, какая у тебя мечта? She said, I want to travel. Он говорит, я хочу I want to see путешествовать. people healed. Я хочу видеть, как люди будут исцеляться. But I'm not even healed. Он говорит, ну я еще не исцелена. I said, has anyone ever told you Я говорю, тебе кто-нибудь когда-нибудь that говорил, Jesus took all of this stuff on his back 2,000 years ago? что Иисус понес все это на своей спине 2000 лет назад? She said, no. Она говорит, нет. She said, I prayed a prayer, Он говорит, я помолилась молитвой, but everything's still the same. но все еще остается по-прежнему. I said, let me pray with you. Я ей говорю, давай я помолюсь за тебя. As I'm praying with her, Пока я за нее молюсь, the Lord says to me, Господь говорит мне, say hello to your wife. скажи привет своей жене. Say what? Я говорю, скажи что? I thought I didn't hear from the devil anymore. Я думал, что я уже от дьявола не слышал ничего. Lord says it again. Say hi to your wife. Господь мне говорит, скажи привет своей будущей жене. I think I have some wax in my ear. У меня, наверное, там уши не чистил давно. Okay, say it again. Я говорю, скажи еще раз.
6 months later, we were married. Через 6 месяцев мы поженились. And before we were married, Перед тем, как мы in поженились, the first month of knowing her, за первый месяц, she когда was я 100% free, она была на 100% освобождена, 100% healed. на 100% исцелена. When I met her, she would not even sleep in a bed Когда я с ней познакомилась, она в кровати не because спала. of all the abuse. Из-за всего надругательства. She would only sleep curled in a ball on the floor. Она могла спать только вот так в комочке на полу. And I remember when we were married, tucking her into bed the first night. Я помню первый наш, когда мы только поженились, как я ее укладывал в кроватку. People didn't even recognize her anymore. Люди узнать ее не They said, могли. you don't even look like the same person. Ты уже не похожа на этого прежнего What человека. happened?